В преддверии Международного дня защиты детей благотворительным фондом «Мир детства» в Пицунде была организована праздничная программа для детей и взрослых. Дети с ограниченными возможностями, подопечные различных центров, также были приглашены на мероприятие. Праздничный концерт, конкурс рисунков на асфальте, различные спортивные игры и состязания, мастер-классы для детей и взрослых. В этот день почти все жители Пицунды были частью одного большого праздника. А изюминка праздника детства стал парад на колесах, в котором приняли участие малыши на личном транспорте. По словам организаторов праздника, представители благотворительного фонда «Мир детства», они долго готовились к данному мероприятию, а особое внимание в этот день они хотели уделить подопечным детских реабилитационных центров. Лет 25-26 лет этим мероприятием я провожу. Взяла пример с Московского детского фонда. У меня в семье росла девочка, которой нужно было помочь. Через Московский фонд мы попали в Германию. И вот что я хочу сказать, видя радость детей, если даже он болеет, насколько приятно, когда он в обществе находится. И хочу привести пример нашего реабилитационного центра и всех детей из реабилитационных и вообще, кто находится дома. И таких детей мы не оставляем. Мы, во-первых, пригласили в Пицунду таких детей, которые являются номинантами фестиваля, международного фестиваля. Это традиционно уже это прогулка по набережной, здесь они участвуют, эти дети, являются дипломатами, диплом им давали вот Глазава Амина, Авец Балион. Очень перспективные ребята. И, конечно, мы эти работы хотим вот с фондом вместе, чтобы потом можно было бы, когда будет продажа, чтобы эти дети в доброй воле могли участвовать и могли мы в фонд Ашана перечислить эти деньги. День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны. Наала Кофе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.